Здравствуйте, меня зовут Батракова Елена, я детский психиатр, и тема сегодняшней нашей беседы будет раннее развитие детей. Мы поговорим сегодня о двигательном или моторном развитии и о речевом развитии. Тема раннего развития ребенка является очень актуальной в настоящее время, потому что не все близкие замечают, что у ребенка бывает задержка и моторного развития, и речевого развития. Сейчас очень часто говорят о том, что какой-то определенной нормы не существует, что все абсолютно индивидуальны и могут развиваться в своем собственном порядке. Но мы при этом очень сильно лукавим, потому что есть все-таки некоторые природные механизмы, заложенные в нас, некоторые генетические механизмы о том, в какое время, как должна развиваться двигательная активность и как должна развиваться речь у ребенка. Моторное развитие начинается с момента даже внутриутробного развития. Как только мы внутри своего животика мамочки чувствуем, что ребенок начал толкаться, да, он уже шевелит ручками и ножками. И это способствует в дальнейшем моторному, двигательному развитию ребенка. Когда ребенок рождается, он тоже двигает своими конечностями, но эти движения хаотичны. Первое, что мы отмечаем, это момент, когда ребенок научится держать шейку, сможет сам удерживать свою голову. Обычно это наступает от возраста месяц к 3 месяцам ребенка. Следующий этап в развитии – это овладение навыком самостоятельно поддерживать спину, то есть когда ребенок начинает сидеть. Обычно это наступает в возрасте 6-7 месяцев. В возрасте примерно 9-10 месяцев ребенок, развивающийся соответственно природным нормам, уже начинает самостоятельно стоять. В возрасте год и 2, год и 3 месяца ребенок совершает свои первые шаги. Если же ваш ребенок начинает это делать гораздо позднее, на это стоит обязательно обратить внимание. Лишний раз об этом напомнить вашему педиатру и обязательно с этим вопросом подойти к детскому невропатологу.